Так. Где эта полторашка? Куда я закинул? Никак понять не могу. Так, тут у нас еще еж плавает. А полторашку не помню, куда закинул. Ну вот, тепло. Хорошо тут. Так, интересно. Ельчик еще. Ерши-то уже растаял ли, видать? Да. Ельце. Непонятно. Так, раз, два, три, четыре, пять. И шестой там еще плавает. 6. Ладно, пойду дальше работать. Уличную работу закончил. Все, на сегодня больше на улицу выходить не стану. Именно на рыбалку или еще какая-то работа. В принципе, дровишки готовы, все готово. Так, это пока не понадобилось. Уйди. Сейчас будем готовить ужин. Сходил, еще закинул 4 жерлицы. Ну, темно. Что-либо куда ходить. Хватит на сегодня. Сегодня 31 января, 17 часов 30 минут. 5:30 вечера сейчас. Ну, расслабляться пока некогда. Сейчас буду готовить ужин. Наверное, пожарю сперва курицу, потом буду тушить ее. С подливой сделаю. Очень вкусно. Ну, как дома готовлю. И, может быть, еще макарошки сварю. Ну, на второе. Сегодня поужинаю, и завтра с утра не надо будет варить. Завтра позавтракаем и снова на рыбалку. А сейчас буду заниматься ужином. Ужин готовить. Так.
подтаяло уже. Ну да, нормально. Сполосну. Так, в принципе, они очень даже чистые, но предварительно так споласкиваю. Эта сковорода вообще волшебная. Вроде не такая большая, маленькая на вид такая кажется. А блин, сколько всего влезает. На целую семью можно готовить. Так, ну вот еще немножко посолим. Все, хватит. Ну и на печку закинем. Тут у нас чайник. Он тоже уже закипел. Чудо-печка свою работу делает. Да. Чайник закипел. И будем обжаривать курицу. Что-то там пляшет у меня сковорода. Тяга перебор большая. Средний огонь такой. Все, ждем. Помните, ребят, я с утра показывал зарядку от шуруповерта. Я покажу, для чего я это привез. Мне опять же подсказали, я это не сам придумал, опять же подсказали мои знакомые, что с этим можно пользоваться диодовой лентой. Вот диодовая лента, которую в избушке весной оставили охотники, это Николай Калистратов, в дуплете который работает. Многие его знают. Он здесь ночевал и, короче, эту ленту, я спрашиваю у него, что, говорю, ленту оставили, забыли? Да нет, говорит, это мы в избушке так оставили, чтобы пользоваться. И знаете, какая фишка? Я это не знал, действительно. Может, все это от аккумулятора работает, туда-сюда, многие этим пользуются. Но также, смотрите, ребят, вот диодовая лента сейчас такая, короче, штука. Попробуем, если получится. Так. Не горит. Не горит, ребят. Так. Что за хуйня? Почему так? Ну-ка. Может, контакты, где я путаю? Не горит. Подожди. Да будет свет, сказал электрик. Ёпта, все получается. Это значит плюс-минус, не надо путать. У меня где-то была... А, бля, где же он? Изолента. Сейчас. Пошаманим. Одним словом, сейчас я все это сделаю и включусь. Смотрите, как светло стало. Ну и у меня освещение вот такое. Многие жалуются, темно, в темноте сидишь, Олег. Ну, стараюсь как могу. Тут у меня, вон, смотрите, сколько всего гаджетов заряжается от большого пауэрбанка. Сейчас я выключу вот этот свой. Ну и посмотрим, сколько зарядка у меня хватит. Я не буду выключать. Пусть горит. Это будем тестировать. И, скажем, это, кто не знал, также подсказка. Можно от этого аккумулятора, оказывается, освещение делать. Взять в избушку, в походы и заряжать. Не заряжать, а освещать в избу. Глянем, сколько хватит.
Ладно, что там у нас дальше? Варим, жарим. Так. Так, Тулан отужинал. Все пусто тут. Ну вон. Здесь он ночует, вот здесь. Не заходит вон туда. А именно вот тут. Здесь у него лежанка. Ладно, а сейчас, смотрите, не знаю, видно, не видно. Такая красота, ребят. Снег так идет спокойно. А так лес гудит, штормит. Но и когда в небо смотришь, не знаю, видно, не видно, как такой хороший снегопад. Мелкий такой, не крупный сейчас идет. Вообще класс. Тайга гудит, все. Снег-то начал так прибавляться мощно. Очень уже много на крыше вон. Сантиметров 40 уже. Да. Кто не видит, кому не хватает снега, вон он. Завались. У нас перебор много этого добра. Вот так. Кто-то у моря живет. Я море не видел. В снегу тут ходим. А кто-то вообще снега не видел еще. Ну, как-то так. А Тулана жалеть не надо. Он не мерзнет, ребят. Честное слово. Вот. Потихоньку обжаривается. Ну, не обжаривается, тушится, так скажем. В принципе, он уже все мягкий. Да. Почти уже готово. И сюда, знаете, вот закинем сейчас такие приправы, специи. Лук и морковь. Морковь я не любитель, но это блюдо надо закинуть. Для красоты хотя бы. Вот. Так. Ну что тут у нас? Все замечательно, как говорится. У меня тут вода. Сейчас еще макароны забодяжу. И последний штрих. Это получается добавим кетчуп. Вот. Это на вкус. Можно больше, можно меньше. Кому как нравится. Дальше добавляем воды. Это считай подлива такая получится. Я второе, большинство случаев с подливой делаю, люблю. Пережаренное вообще не ем. Скажем,
Если будет выбор, я выберу другое блюдо, но что касаемо пережарки, это слишком много добавлять не стану, потому что, ну, написано красиво укроп, но хрен его знает, что тут. Вот такое ширли-мырли. Сюда бы еще муки чуть-чуть. Немножко. Вот так. И соль надо еще попробовать. В принципе, все нормально. Очень даже неплохо. Похож на суп. Поверьте, но очень вкусно будет. С макаронами, во. Обалдеть. Чуть-чуть, наверное, чуть-чуть соль еще, чуть-чуть надо добавить. Немножко. Смотрите, как красиво. Красота. И все это делается на моей чудо-печке. Печка идеальная получилась. Варит, парит, жарит, греет меня. Вообще идеально. Труба 133. Вот такие делишки у нас. Я уже ночлег себе приготовил. Такая. Здесь я буду ночевать. Так. Меюш репета. Да бакен я спеста. Мецетим у нас теплоход. Лед тает с одежды, с ледобура. Ледобур занес, чтобы оттаяло там вообще, обледенело все. Ну все, новая тетрадь для записи. Тетрадь. Заголовок что напишем? На природе в Коми первая изба. Она, думаю, правильно будет. Так. На природе в Коми первая изба. Вот так вот. Не помню, надо год рождения этой избы еще где-то в какой-то тетради у меня есть. Сегодня 31 2021 год. Что будем писать? Сегодня 31.01.21. Приехали на рыбалку. Ну, это по Коми все распишу. И сегодняшний день вкратце так. Что поймал, что сделал. Это уже говорить, снимать не стану. Так, это получается, дом построен был 9 июня 96 года. Вот запись. Это первая тетрадка, которую я вел, записывал. Охотник, уважай охотника, живи, отдыхай, в доме бардак не оставляй. Если не вломы, пиши, как прошла охота, хозяин дома. Олег. Наверное, я это уже показывал как-то. Вот здесь я отмечал, надеюсь, видно, сколько дней я в тайге проводил. Вон, отмечал черный, это здесь я, значит, в тайге был. В те года после армии я вообще дома редко бывал. Все время в лесу находился. Вел такие тетрадки, писал дневники, вот ежедневники, как бы про охоту я вел, сколько дичи, где, сколько патронов я стрелял, где видел, чего видел. У меня, как бы у матери брат был, который утонул, он тоже
тетрадь вел, вообще с записью у него, сколько белок там они стреляли. Белок в день они по 10-15 штук стреляли. Очень много было их. Ну, блин, кругом белки были. Очень богатая тайга была у нас. Но вот сейчас все. Сейчас ничего нету, к сожалению. Вот такая, поэтому все вы видите, что пустота у нас. Раньше этих белок, я помню еще даже, у нас вот дед ходил, дядя, вот, дядя Миша, который у нас утонул. Они вот за день там настреляют столько белок, вот у нас в комнате, как бы в подполье была еще комната. И они там разделывали эти тушки у белок и развешивали, как, я не знаю, как, ну, блин, очень много было. Десятками штук в день. Собаки хорошие, рабочие были также, и белок много было. Я любил даже с дедом ходить там за белками. Интересно было просто. Когда первый раз, вот первый, я помню даже первый раз он мне говорит, выстрели с ружья. Точно я помню, это одностволка была у него. И я не в банку какую-нибудь, а мы зачет сделали в дереве, сосна была, я помню, четко я помню. Это от села мы ходили в лес туда, за полем, который тайга у нас. И вот мы зачес он так сделал, такой вот небольшой. И я из ружья с первый раз я выстрелил, и все, до сих пор я еще это помню. Вот. Сколько дробинок попал, я уже, как сказать, не могу сказать, потому что вот это из памяти вышло. А вот этот выстрел я помню. Я рад был, очень рад. Потом я первую утку, когда я добыл, это у меня чирок был. И помню, я один раз стрелял, ну, у него ружье было, обычно 3-м номером у него хорошо попадало. 5-м номером попадало, а 1-й номер у него как-то, ну, раскидывало дробинки. И я, ну, знаете, вот в нашей жизни детям нельзя ничего давать. Вот поэтому мамины сынки растут, дети. А вот в наше время мы все, нам ружье вот бери ружье, иди. Иди, сколько тебе лезет, ходи по лесу. Никакой, ну, инструктаж был, осторожно. Вот тебе это, вот тебе так надо. В 2 словах объясняли, мы понимали это. Понимали и ходили в лес, ничего с нами не случалось. А сейчас дурдом, поэтому вот и все так идет как-то не в лучшую сторону. И он тогда мне говорит, ружье, я увидел там утки, говорю, дед, там утки, да, бери, стреляй, иди. Я помню, вот и первый раз тоже в утку стрельнул там, и помню даже дробинки дальше уток легли, вот там в ряд так легли. Вот сейчас вот этот блокнот я взял в руки, и воспоминания такие пришли, вот. Блин, так хочется вот все выплеснуть, все рассказать. Интересная жизнь была. Спасибо деду за все это, что меня научил, чему меня научил и что я имею, вот все. Это последняя изба, которую он мне помог сделать. Это в 96-м году, получается, после армии. Вот он еще мне помог. Мы сделали там 4 человека построили, не сделали, а построили эту избу. Вот. А сейчас уже все прошло. Вот так вот. То время уже не вернуть. Что было, уже не вернуть. Что было в тайге, не вернуть. Саму тайгу уже не излечить. Все. Хочется там такое слова вот сказать, но не надо, говорят, матюгаться. Воздерживаюсь. Вот. Все как-то себя утешают, все будет там, восстановится там. Вряд ли. Что-то мне не верится. Ох, как мне не верится. Посмотрим, что в этом году будет. Может и все будет, хрен его знает. Никто не знает.
Никто это не может сказать, что будет завтра, через полгода, через 10 лет, кто его знает. Действительно будем надеяться на лучшее. Чтоб хуже этого уже не было, и все. Пусть идет так, как идет. Вот, у меня, наверное, закипела вода. Сейчас я макарошки туда закину и дальше буду варить. Немножко побеседовал с вами. Ну вот и все. Отварил макароны. Здесь у нас курица в соусе, так называемая. Чувствую вкус укропа. Ну и с кетчупом такой наваристый, очень вкусный. Сейчас я буду ужинать немножко. Короче, я хотел романтики. Но эта романтика коту под хвост. Что-то вообще не ахти. Хочется посидеть возле свечки такой. Но это свечи вот такие. Вообще оказались говно. Не горят. У меня нормальные свечи были дома. Но я не взял. А эти вообще не хотят гореть. Вот такие делишки. Ладно, будем ужинать. Что получилось, попробуем. В принципе, много не надо. Вот это уже вещь. С подливой. Вообще класс. Вообще идеально получилось. Сейчас еще на соль попробую. Как там соль? Вообще класс. Да, добавлять ничего не надо. Что за свеча такая попалась? Не понимаю. Так. Со свечой романтику у меня не получилось. Это как-то не то. Выключаем свет. Не понравилась мне эта свеча. И летом как-то мы пользовались этим. Жестянку туда ставили повыше и раптор вставляли, чтобы нагревалась. Вроде работала, а сейчас вот эта партия вообще как-то нехорошая попалась. Ну что, будем заканчивать первый день нашей рыбалки, нашего похода. Я поужинаю и буду отдыхать, наверное. Что еще остается?
Завтра уже посмотрим, что как будет. Завтра также целый день поставлю на рыбалку. Целый день будем искать, рыбачить, проверим жерлицы, а там как получится. Все, на сегодня хватит. Всем пока. Встретимся завтра. А я ужинать и спать. Поверьте, очень вкусно получилось. Да.